Так, ребят, время показывает 6:36, 21 февраля. 21 февраля уехал очередной раз на рыбалку. Вот раннее утро, сейчас только начинает расцветать. Минус 18 градусов сегодня. Приехал один сегодня. Как-то сперва так с гору спустился, посмотрел, там наледь есть, нету, и вроде нормально. И на лед поехал на буране. Там также лыжня идет, вверх поднимается. И по этой лыжне я, короче, приехал. А так, в принципе, на льду воды нету. И вот смотрите, как я сегодня загрузился. Ящик испытываю, багажник свой. Как-то видео снимал, показывал, как я это дело делаю. И вон, смотрите, сюда влезла вот палатка. Лишнее сегодня ничего я не взял. Коробка, ну, ящик. И вот столько еще места, пространства. Жалко, что Айда не садится на буран. Можно Айду еще сюда посадить. И все нормально. Не надо бежать за бураном. И вот здесь еще вот так прикрепил свой ледобор. Вон, смотрите. Вот так крепится ледобор. И нормально, ништяк. Все влезает, короче. Удобный. Как-то в комментариях тоже писали, что вот если забуришься там или приходится там на бок ставить буран, будет мешаться, или же сиденье там открывать, там что-то забрать надо из-под сиденья. Долго ли этот коробок снять? Взял, ничем он не прикреплен, он поставлен сюда и все. Взял, откинул, что надо сделал, обратно поставил, дальше можешь ехать или еще. А чтобы, скажем, снимать, если тяжело, эти вещи долго ли снять? Забросил в сторону, коробку снял, сиденье поднял, что тебе надо, взял и дальше делай свое дело. Вот так вот. Ну вот. И еще дополнительно позапрошлую поездку, наверное, или прошлую поездку, стекло у меня было, как-то вот лопнуло. Тоже, кто из подписчиков смотрит все видео, он знает, что, где, когда было. И вот у меня тут трещина пошла, и я сверлом. Сперва начинал, сейчас скажу, нагревал металл и, этим горячим металлом там дырки делал. А потом уже взял сверло и со сверлом. Если в походных условиях можно горячим гвоздем там протыкать, там дырки сделать. А в домашних условиях, конечно, со сверлом лучше. Я как-то не сразу подумал, начал там греть там металл и протыкать этот оргстекло, наверное. Вот. Это нормально, это у каждого бурана так где-то до трещина все равно, когда ты ездишь по лесу, по тайге, трещина все равно будет. Потому что куда-то там в лес, в деревья попадаешь или еще. Так, но мы обычно, вот если отсюда взять еще от бурана где-то метров 300 выше поднимаемся, там рыбачим. А сегодня как-то решил вот ниже, здесь вот конец песка, и здесь вот, чуть-чуть тихое место вроде должно как быть. И на мелководье попробую. Если ничего не поймаем, дальше съездим, там порыбачим. А если ничего не поймать, то не поймаем. Вот мой волчара старший, Айда. Никак на буран не садится. Все время бежит за мной. Кругом следы волков или лис. Но очень много следов я тоже видел там. Не знаю, чьи следы. А мелкий еще маленький. Мелкий дома пускай сидит. Подрастет, тоже будет вместе. Но нас будут брать с собой. А пока вот с Айдой ходим. Ладно, сейчас будем пробовать. Здесь забуримся и порыбачим. Пробные лунки. Минут 20, наверное, уже 20-25 уже сижу. Здесь я прикормил. Тут у меня одна удочка. Много делать не стал лунок, потому что надо пробно одна. Если поклевка есть или была или будет, то сразу уже
дополнительно лунки пробурить там и уже несколько удочек поставить. А в данный момент вообще нету поклевок. Что-то рыбе не нравится, или здесь может такое место, что хотя мы здесь по 50 штук в этом месте иногда бывает ловили, а что-то в этом году вот сколько раз я не пробую, уже третий раз, наверное. Первый раз тоже без рыбы пошли, второй раз одну или две штуки, наверное, поймали, а сейчас вот третья попытка, и на сегодняшний день тоже здесь что-то клёва нету. Наверное, повыше на старое место поднимемся, там еще попробуем. А здесь без толку время теряем. Да. Молодец. Где-то валялась в снегу. Вон. Валялась в снегу. Да? Угу. Тоже вот рыбу ловит, ждет. Когда первая поклевка будет. Надеюсь, я думаю, уже здесь поклевки у нас не будет. Да, хорошее начало, в общем, ребят. Сидим, ждем. Без палатки как-то прохладно. Надо найти рыбу и палатку. Зайти, там в палатке теплее. Газ включить. Опа. Вот так. Так, короче, меняем место это. Давай поменяем место, повыше поднимемся. Тут, видимо, рыбы нету. Вон туда куда-нибудь за поворот, за этими ивами, там повыше поднимемся. Тут ручей тоже выходит. Там глубина очень глубоко на том берегу. Вообще глубоко там. Делать нечего. И течение большое. Ниже тоже там трава, все трава и омут тоже непонятная. Где яма, где течение, толком не разберу, потому что я летом редко когда езжу там, не проверяю. Так, ладно, поднимемся выше. Короче, поднялись мы метров 250, наверное, выше на буране. И сейчас уже немножко прикармливать буду рыбу. Здесь попробую, если клёва не будет, все, обратно возвращаюсь. Потому что если клюет она в течение получаса, все равно одну рыбу ты поймаешь. А если не берет, так хоть ты что делай? И холодно сегодня на улице. Холодно. Все приходится прятать. Аккумуляторы, видеокамера, еще экшн камера. Все у меня здесь за пазухой. Грею вообще. Холодно. Я не знаю, представления не имею, как там в Сибири 40 градусов мороза, там рыбу ловят. Там холод такой, дубак. Здесь просверлил две лунки. И уже, пока не замерзла. Две лунки и палатку сюда сразу поставлю, уже больше менять место не буду. Ну, больше метра, наверное, глубина тут. Течение такое, среднее течение. Поглядим, что-то поймаем или нет. Все замерзает, Так. Так. Похолодание обещали, там минус 30 у нас. И вот решил сегодня, пока морозы не ударили, думаю, съезжу. Ну да, глубина здесь. Глубина есть.
есть. Подождем. Подождем. Все запуталось у меня тут. Ну ладно, ребята, я сейчас установлю палатку и уже будем снимать в палатке, наверное. Это с каждой минутой холоднее и холоднее становится. Да. Пока тишина, ни одной поклевки. Так, ребята. Короче, я уже сижу в палатке. Газ мой сифонит. Баллон был на улице, и вот и что-то не хочет нормально гореть. Надо, наверное, подогреть газ сам. Баллон чуть-чуть за пазухой подержать. Чуток так работает, но не активно. Поймал одного ельца, мыка одного поймал. Пока я камерой возился, там была поклевка, и буквально там за 2 минуты промежутком, ну, одного поймал. Еще одна поклевка была. Так что рыба подошла вроде как. Прикормил. Кормушка тут у меня повыше, вот здесь. Как-то видно, нет сегодня. Короче, ждем, сидим. О, опять поклевка, блин. Ну да, рыба там стоит. На белый опарыш сегодня взял. Сейчас поиграть, если... Вот, наконец-то, блин, подошел. Опа, есть. Что-то долго он еле-еле берет. И после того, как прикормку пару раз дернешь, кормушку, и вот тогда рыба подходит. У меня все запуталось. Это нормально. Вот это да. Ай, горелка пыхтит. Газ холодный, не работает нифига. Что-то у меня все путается. Газ надо подогреть как-то. Обледенел газма. Вообще. Из-за этого плохо работает сегодня. Потому что все. Надо 2 газа. Один, чтобы за пазухой, чтобы был. А второй на горелке. Чтобы менять баллон. Однотонно работает. Удочку надо наново поменять.
придет, дернет и отходит моментально сразу. Рыба стоит, но не берет, нифига. Вот так и сидим. Что-то холостые поклевки одни. Опять. Поклевочка, поклевочка моя. Поклевочка, поклевочка. Ой, беда. Ой, срамота. Уже проглотила он. Не. Ай, отпускаем. Угу, поклевка, ребята. Что-то поддернуло еще один раз. Есть. Вот так вот. Вторая рыба на доночную. Так, этот нормальный. Возьмем. Я думал, мелкого отпустил. Уведет всех рыб. Но нет. Остались еще. Вот так вот. Так скользящая леска он пошла. Ну где-то сантиметров 10 приподнял поводок и отправляем. Так, а этот что-то не хочет работать. Ну, поклевочка. Блин, пока я возился с удочкой, я промазал. Может, еще подойдет. Угу, клюет. Есть. Ух, блин. Как всегда, покрупнее, значит, сорвался. Прям я чувствовал, кто-то вот посерьезнее была рыба. Но может, хариус такой или сиг, ну не такой крупный. Ну, конечно, четко я его чувствовал. Ай, блин, о, что-то тоже, говорил, покрупнее пришли рыбы. Там вообще я, ой, когда поднимал, там чувствовалось крупняк. За нижнюю губу снизу. А нет, нормально все. Верхняя губа. Да время посмотреть, что-то по времени определиться, сколько вот крупные подходят, начинают клевать. Так. В общем, 24 время. 8:24. После 8 вот. . 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
ушла. Блин. Мелочь, наверное, была там. Что же ты думаешь, а не берешь? О, блин. Вот, блин. Почти уже поймал. Но, может, поспешил я, ребят? Ушла рыбина. Ай, рыба стоит. Стоит возле лунки там, блин. Подходит, поклевка есть. Но не берет. Хоть что-то делать, но. Да, что-то не нравится рыбе мне сегодня. Не хочет клевать нормально. Айда там на улице тоже ждет меня. Солнце вышло уже. Светло на улице. И намного холоднее сейчас стало. Потому что в палатке также прохладно и газ. Газ работает, но вообще жар не дает. Все замерзло. В общем, в принципе, из-за этого надо газы фигово работает. Что на максимум, что на минимум одинаково. Немножко жар дает и все. Ну что, ребята, наверное, я буду заканчивать эту рыбалку. Что-то вот солнце выглянуло, вот солнце встало, оно. Сейчас уже 10 час, время. И после того, как солнце выглянуло, вообще клев перестал, вообще нету клева. Несколько поклевок было холостых и вообще не берет, хоть убей. И толку я этой рыбалки не вижу и думаю, надо уже возвращаться обратно домой. Будем возвращаться. Поймали вот такое количество рыбы. Не знаю, видно, надеюсь. Там 4 штуки, 4 яйца. Так. 4 яйца. От крупного яйца последнего поймали. Крупного. И все. После него поклевка вообще перестала. Газ хреново сегодня горит. Немножко так жар дает. Ну вот самые последние елец, который, ну вот 4 штуки рыбы. И одного еще отпустили. Даже десяток сегодня не поймали. Жалко, конечно. Жалко, конечно. Надежда большая была, но и прикормку я кашу варил, и еще вкуснятины всяко приготовил, но ничего не помогло. Так, ремонт нужен. Вот смотрите, здесь уже у меня узлы какие-то получились. Тоже ремонтировать надо эту удочку. И самая рабочая мормышка на моих рыбалках вот этот муравей такой. И в город Сыктывкар езжу, давно уже я не видел такой муравья. Вон. Крупные только на Хариуса продают, а вот чтоб такой маленький, нету их. Так. Все, короче. Будем убирать все это дело. Еще прикормку подниму и кормушка без крышки.
Ну как. Все есть. Что-то им все равно не нравится. Может, погода сегодня северный ветер. Северный ветер. Давление не знаю какое, но рыбалка не удалась, на мой взгляд. Однозначно рыбалка не удалась. Вот такой результат. Что поделаешь. И холодно сидеть. Холодно сидеть в такую погоду. Минус 20 градусов уже для рыбалки холодно. Если, конечно, палатка, если палатки газ хорошо работает там, или еще можно еще сидеть, а сегодня вообще газ не работает из-за того, что мороз. Так. Остатки каши еще у меня тут. Это тоже выкинуть, собаке дать. Сухая прикормка. И так, это еще убрать. Ух, на улице мороз-то какой! Палатка-то теплее. Ой, да. Я кашку тебе дам. Нормальная каша. Пшенная каша. Давай, закусывай. Ух, сразу мороз. Да, на улице сегодня морозы начинают. Ну, ударят морозы. Так. Пакетика у меня тоже нету, что ли. Последний остался. Сегодня 4. В следующий раз опять 4. Вот тебе жаркое. А другой рыбы сейчас у нас пока не клюет. Вот так вот. Еще этот пусть немножко остынет. Газ пиздец вообще не работает на морозе. Не работает на морозе вообще. Ну вот, и да. Сейчас будем обратно уже. Поедем домой. Заберем палатку. Почему-то на буран он пукща. Вот так. О, иголка уже от сосны. Как будто по тайге лазил там. Хорошо. К 10 нам уже надо быть дома. Так что успеем все. Вот так. Да. Энкай вылаз. Иди. И убер там еще. Да, сейчас поедем. Кто-то пойдет, кто-то поедет. С удовольствием я, конечно, тебя бы взял тоже, Айда, но не знаю, почему ты на буран не садишься. Не могу понять. Фух. Так. Ладно. Такс. И больше.
Так, наверное, самое то будет. Да. Поедем сейчас. Ну все, ребята. Рыбалка закончилась. Мы возвращаемся. Всем спасибо. И до новых встреч на природе в Коми. А мы поедем, Асайдай. Да, поедем. Молодец.